Чувашский праздник Севельни – брат-близнец русской Масленицы. Отмечая его, чуваши провожают зиму и встречают весну. Как на Масляной неделе со стола блины летели, и сыр, и творог, все летело за порог. Празднование приурочивалось к периоду весеннего равноденствия. У большинства чувашей Севельни продолжался 2 недели. Позднее, в связи с распространением христианства, торжество стало совпадать с русской Масленицей, и его стали отмечать в течение 1 недели. Это сегодня праздник чувашский. Это по-русски Масленица, по-нашему это значит Шеварни. Этот праздник я помню еще с детства. Помню, как сестры наши старшие наряжались, также катались на санях, из дома в дом ездили. Провести свой традиционный праздник, а вернее последний его день, прощенное воскресенье, чувашский народ Свердловской области в этом году решил не в мегаполисе, а, как и полагается, в деревне. Как хорошо, что вот есть такой замечательный праздник. Я прошу у всех прощения, потому что сегодня прощенное воскресенье за все. Прощай. Конечно, а еще бы. Мы специально приехали сюда не в Екатеринбурге проводить, а именно вот в этой деревне, где проживают наши земляки, вот, и показать, что все-таки есть чувашский народ, есть традиции народа. Праздник было принято открывать детям. Каждый малыш стремился как можно раньше выйти на горку. Того, кто первый скатывался, в деревне называли открывающим путь вешним водом. Он пользовался всеобщим уважением, и именно ему, как самому проворному из всех ребят, доверяли начинать весенний сев. Но в связи с тем, что на праздник в деревню Брод приехало много почетных гостей, все началось с официальной части. Сегодня в нашем празднике присутствуют все народы, татары, башкиры, армяне, вот, потому что мы уже, я скажу, добрая традиция, у них проводятся мероприятия, они нас приглашают. То есть мы очень вместе дружно живем, и я скажу большое спасибо нашему губернатору. Почему? Потому что он очень большое внимание уделяет объединению всех народов на Свердловской области. Севельни – шумный и радостный праздник, поэтому был организован и концерт, где песни исполнялись не только на чувашском языке, но и на русском. Из парной да прямо в речку окунулся с головой, ну а бабы увидали, закричали: что же нам турецкие, финские, да шведские, наши баньки русские, бревнышко бревну. Мне кажется, всем понравилось, все довольны. И гости, и приглашенные, и даже жители. У нас очень много народу сегодня собралось. Какая Масленица на Руси без блинов, без чая? И тут организаторы, а это Чувашская национально-культурная автономия города Екатеринбурга и клуб чувашских друзей Мерчен деревни Брод, постарались. Все гости остались довольны и сыты. Как коренные народы на Урале, чуваши, удмурты, башкиры, татары, русские, как всегда вместе. И очередной праздник сегодня в Каменском районе. И вот армяне приехали из Каменска-Уральского. То есть вот как мы дружим, все народы, вот так и продолжаем дружить. Раньше в деревнях молодежь в этот день устраивала катание на лошадях. Начиналось веселье с первого санного пути, прокладывать который доверяли детям. Помню, бригадиры давали лошадей всем, кто просил. Заранее приходили, спрашивали и наряжали их вот колокольчиками, лентами, полотенцами вышитыми. И все. Очень такой запоминающий с детства этот праздник. По традиции во время Севельни по деревням ходили ряженые, масленичные бабки и масленичные деды. Но на этом празднике в Каменском районе их решили заменить на поющих и пляшущих.
Но эти потехи для тех, кто силен, ловок и желает не только повеселиться, но и стать победителем соревнований, даже если это простые детские игры. Но время для главного действа. Как и на русскую масленицу, сооружается чучело старухи Саверни, символа зимы, и сжигается. Ты прощай, прощай, наша масленица, ты не в среду пришла и не в пятницу, ты пришла в воскресенье, всю неделю веселье, ты пришла с добром, сыром, маслом и яйцом, с блинами, с пирогами да с оладьями. Хаклах назем, сирее пурнеде, щак, сарлага, шеварния тебе, пурнеде, саламладов, ырлах сывлах, вором кунсю, делейле булма, пурнеде, сунада. Закончились гулянья, но не закончились наши добрые дела, сказали организаторы праздника и добавили, что скоро новое чувашское торжество, уже в мае, так что ждать осталось недолго.